К другим новостям. Сегодня первая группа юных спортсменов Коми вернулась из поселка Суко Краснодарского края. 48 воспитанников Республиканской спортивной школы, Олимпийского резерва «Юность» и детско-юношеской спортивной школы «Ижмы» отдохнули в детском оздоровительном лагере «Энергетик». Елена Коннова знает подробности. Я тебя не увидела, ну! Южный загар, контакты новых друзей в телефонах и кусочек черноморского лета привезли из Краснодарского края юные спортсмены. Многие еще не успели обняться с родителями, а уже делятся впечатлениями. Ласковое море, горы и веселые вечера с друзьями. В конце смены без слез не обошлось. Не хотели уезжать, только по родителям соскучились и вот. Ой, там очень жарко, хорошо, тепло. Даже в майке, шортах жарко ходить. Вид красивый. Мы на 3 горы ходили. Первая это Суко, вторая это Варварское ущелье. Да, Варварское ущелье, а третья это Солдатская гора. Вот. Тяжело было добираться, на вторую особенно гору. Там очень долго идти нужно было по пляжу, там одни камни. Ну, в общем, мы справились. Нас похвалили. Впрочем, большую часть времени баскетболистки готовились к новому сезону. Благо в лагере «Энергетик» есть все для восстановительных сборов. Кстати, из 1000 отдыхающих половина – юные спортсмены из всех уголков страны. Старший тренер наших девочек отмечает не только отличные футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисный корт, но и прекрасное питание и условия проживания. Самое главное впечатление, что дети не хотели оттуда уезжать. Это первый признак, что лагерь детям нравится, им там нравится было и жить, и тренироваться, и условия жилья были тоже отличные, мы еще так нигде не жили. Лучше, наверное, только на Олимпийце у нас, потому что санузел и душ, душевые все были в номере. У детей были балконы, где можно было посушить форму. Сами ребята в один голос твердят, в «Энергетик» обязательно съездят еще раз. Впереди у них месяц отдыха, а в августе снова сборы, чтобы в новый сезон войти с новыми силами. В конце октября сыктывкарки примут участие в первенстве России по баскетболу. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».